Эти боевые башни датируются 15 веком. Величественные постройки наших предков и даже скалы, увы, бессильны перед стихией. Год за годом на этой тропинке камней становится все больше. Все из-за трещин по всей несущей скале. Как вы видите, в данный момент обвал грунта. Этот грунт соединенный с начальной скалой, нижняя часть, которая не связана с башенным комплексом и также поддерживающий, потому что это природное явление. Мы прямо своими глазами видим в данный момент, что человек здесь что-то делает просто нереально. Это неправда. Это природный фактор. Видать, была сейсмическая тряска, из-за этого получилось вот это обрушение. Представители заповедника давно следят за этой ситуацией. По словам экспертов, пока что башням ничего не угрожает. Стены комплекса довольно стойко переносят осадки и сейсмическую активность. Чего не скажешь о скалах, состоящих из сланцевых пород, на которых возведены башни. Из-за параллельно слоистого строения образуется большое количество трещин. Вот они, трещины. Это надо углубить, закрыть вот так. После этой экспертизы мы уже будем искать специалистов, которые укрепят именно вот эту вот часть скалы. Смотрите, она очень большие трещины дала, даже опасно здесь внизу стоять в данный момент. Государство каждый год занимается реконструкцией исторических памятников, но охватить все так сразу не представляется возможным. К тому же дождаться федеральных отчислений на реставрацию можно лишь только если объекты внесли в федеральный реестр памятников. Вовнушки пока только в числе региональных. Мы пригласим геодезистов, после чего, как они дадут заключение, на основании этого заключения мы, естественно, будем делать противоаварийные работы. Также мы поставили в известность правительство Республики Ингушетия. С 2022 года начинаем производить ремонтно-восстановительные работы, также консервации. Я надеюсь, по очередности и до этого тоже дойдет. В следующем году запланирован ряд реставрационных мероприятий. Помимо башенного комплекса Вовнушки, планируется отремонтировать храм Тхабаерды и еще несколько башенных строений Джейрахского района. Идрис Ижиев, Умар Газдиев, Новости 24.